Сегодня, 4 октября, в Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Марсакова представители Института археологии Кавказа привезли 5-6 партию артефактов. Это более 1300 археологических предметов, обнаруженных во время реконструкции федеральной дороги Кавказ-Гамузею. Это было у нас по договоренности вместе с Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Республики Ингушетия и музея-заповедника Кираска-Асиновского. И совместно с вот этим как раз Институтом археологии Кавказа было договорено, что они все артефакты будут возвращены на родину Республики Ингушетии. Вот продолжение вот этих всех событий, 5-я и 6-я партия, и остальные партии уже будут в следующем месяце. Дальше Антали. Сейчас мы направляемся в помещение, где находятся привезенные артефакты. Это более 1000 артефактов, которые привезли. Да, более 1000 единиц хранения археологических артефактов. Это сегодня, которые нашей древней земли сегодня мы получили. Мы, конечно, благодарны вот этому коллективу Институту археологии России, который находится в Кабардино-Балкарии. Они описывают, фотофиксацию делают, оцифровывают и передают нам эти экспонаты в ящиках, достойно оформленные. И мы сегодня их разместили в хранилище. Каждый экспонат будет переведен на полку и дано название. И мы их вносим в государственный каталог Музейного фонда России. Уже мы гордимся сегодня, что мы внесли более 25 000 единиц хранения в государственный каталог Музейного фонда России. Они вошли в Музейный фонд России уже. Это большая работа. Это большая работа проводится этой группой, и мы получаем их. И сегодня мы гордимся, что наш музей пополнился еще уникальными древними артефактами нашего народа. Еще как раз сейчас информация, что на следующий год начинается строительство музея краеведения в Ингушетии. И в этом музее сегодня мы получили огромную поддержку от главы нашей республики Махмуда Али Калиматова. При поддержке правительства улучшена наша техническая база сегодня. Транспорт нам предоставили, приобретены стеллажи, сейфы и многое другое. И сегодня, можно сказать, наметилась тенденция к тому, что наш глава объявил в своем телеграм-канале, что в 2026 году начнется строительство нового здания музея краеведения, которое будет построено за 3 года. И вот все эти наши артефакты найдут свое место на полках. Да, эти все экспонаты уже лягут в экспозиции нашего музея будущего. Показать у нас здесь что? Для посетителей, для туристов. Есть что, почему? Потому что мы древний народ Кавказа, и эти артефакты это и подтверждают. И мы, конечно, благодарны этим специалистам, которые раскрывают нам огромный пласт нашей истории. Большую работу провели. Да, большую работу провели. И далее Андаль будет проводиться дальше, и мы готовы их принять. Барком, değerli Salgal, холопчик. Вот это ранее, который привозили. Это вот раньше привозили некоторые. Вот у нас. Вот эти все, да? С привезенными. Вот они коробки привезенные. Так, она, по-моему, вертикальная тоже. Да, это керамика, да, и камень. Может, наверху вот это? Там самое интересное. Ну вот я пытаюсь, у меня отдельно было. Что есть? Пополняются фонды, да, у нас потихоньку? Ну тут посмотри.
Сегодня привезли 1390 с лишним. Да? Ну, это артефакты, да? 16, другому 669. Это Гамузеева у нас все. Все, Гамузеев мы закрыли, да, получается? Сейчас следующий у нас будет уже Яндер. Плива. Плива, Яндер, Плива да? Яндер. Да, Яндер. Нет, она прям отдельно. Она прям подписана сама. Вот здесь один комплекс, смотри, 677 вид. А есть нож для бумаги? Может, почему? Конечно, Значит, четвертая часть, это получается эпохи средней бронзы, то есть это второе тысячелетие до нашей эры. Абсолютное большинство приходится на аланский период. И есть фрагменты, которые уже доходят практически до эпохи этнографической, потому что уже поливные, да, они идут поливные. Вот эта глина, это какой период? это аланская. Алан? Да. Это примерно сколько получается, Вот если... это аланский? Это же аланская, вот она это не вырезанная. кабанская? Нет, она вырезанная. Нет, вот. не аланская. Не аланская? Это цельный был, да? Вот это цельный Это самые получается. первые века кабанской культуры, когда она уже переходит из северокавказской в кабанскую, и вот формы ручек, Майкопс? формы ручек нет, это второе тысячелетие Это до не нашей. Майкопс. После Майкопской. А вот то, что вырезано? И вот так вот. Если Это можно, аланская. вот сюда Вот это поверните. там глина Кабанская. тоньше. Кураракская. Вот ближе к Кураракской, да. Потому для них характерны вот Да, эти маленькие ручка, ручки. которая, да, она вот с выемками, видите? Да, да, да. Вот выемки. Ну, совсем легкий такой. Это тоже от большого сосуда. Тоже аланская. Видите, здесь лощение. Нет, это тоже. Здесь уже Это вот вот- сейчас на свету будет видно. Вот. Здесь уже с вертикального лощения. Да, да, да. Ага, видно. серьезно, я просто отпажу. Вот где-то он лежит и улыбается, говорит, давайте. Мы один ящик искали, перелопатили все 30 ящиков. Восстановить можно эти вот сосуды? Практически нельзя будет, потому что мы их маркируем, и каждый сосуд, фрагмент получает свой индивидуальный номер, и потом реставрация довольно тяжело, потому что они находятся в разных ящиках, и сопоставить будет довольно тяжело. Это вообще невозможно. Короче. Очень Проблема в чем? В могильнике сосуды, когда ломаются, они ломаются непосредственно на месте, куда их положили, и забыли о них. На поселениях керамика была поломана в процессе ее эксплуатации. И могло получиться так, что одни фрагменты здесь лежат, другие фрагменты лежат где-то дальше. Часть из них могли там просто взять, допустим, если очень качественная керамика, то мастер по производству кожаных изделий, они часто изготавливали из них такие терочники с заостренными концами. И они могли даже для этого использовать. Поэтому с поселения разбитую керамику очень тяжело собрать. Она тяжелая. Вот это толстостенные, да, эти сосуды? Это пифос для зерна, аланский. Это вот как Ну, раз здесь. по размерам, если брать соотношение размеров и толщины стенок, они не толстостенные. Это уже качественное производство, оно приближенное к такому к ремесленному. Поэтому им не надо было делать большой толщины. Вот интересный рисунок, да, там. Вот его можно как раз-таки попытаться восстановить. Вот это можно он восстановить, да. перпендикулярный. Это с одного получается, да? Они... Это один. Это один сосуд. Это один сосуд. А где донышко? Если смотреть вот на то, как идет закругление, то можно предположить, вот, представляете, да? То есть его диаметр вот Значит, это он. Большой диаметр, да? больше метра. Потому что вот он задает нам как бы вектор. А как они в тот период их делали? Вот, чтобы... Очень просто. На вращающиеся подставки на... Это вот большой, как гончарный круг, да, получается, большой? Очень много сосудов в аланское время уже изготавливается не на круге, а именно на гончарном.
И следы, вот оно донышко. Вот донышко. Да. И следы от гончарного круга, они, как правило, на донышке вот здесь просто утрачено, а так они видны. И иногда еще чуть позже они делают вот как тавро для зверей, для животных. Как печать, да? Точно так же на дне, да, печать. Мастер. Мастер. Печать мастера была. Там мастер называется. Да. Вот сейчас уже на следующий год будут строить музей. Как раз они найдут свое применение, вот эти все наши артефакты. Будут радовать глаз посетителей. Да. Вот это один. Относительно целый. Это один комплекс. Да. Это тоже, да, вот, который надо Да, восстановить. здесь вот фрагментированный сосудик. Каждый комплекс он отдельно упакован. Каждый подписан. Это, честно сказать, большая работа. Это все проводить. Нужно всегда. Это разное. Это все один сосуд, да? Нет, это один комплекс. Сосудов несколько. Вот они тоже лощеные. Это миска. Вот фрагмент мисочки. Здесь тоже кабанская и аланская. Вот она относительно. Чарочка. Она, наверное, Это ближе к кабанской. Это переход тоже, да, Жбеслан? Переход же тоже. Кураракская, кабанская. Там орнаментов нету, и вот обычно. Я из-за ручки говорю. Дно плоское. То есть кураракс, майкоп, у них в основном дно сосудов Сужается. круглое, либо заостренное. Да? Они еще не умели делать вот это плоское дно. Именно в поздний майкоп уже появляется уплощенное днище. Вот это может быть поздний майкоп? Из-за ручки я имею в виду. Майкоп нет никак, потому Это что алан? керамика очень Аланская? плохая. Майкоп очень плотная, звонкая, прям такого хорошего. Ну да, там хорошее качество. Она чаще да. всего красная была. Но майкоп это древнее. Нет, почему красная? Майкоп и У нас черная. серая. Там Бывает, стоит. да. Это от местности тоже зависит. Это ручка тоже. Видите, Вот чарочка была. в разрез здесь и какой, здесь какой. Вот это. Глина. Глина разная. Что эти Вот это отсюда. кабана. Вот это аланская. Получается, темная это аланская, а кабанская это... Не всегда. Ну, я имею в виду эти, я говорю, вот именно вот эти, да. Вот Темное эти. светлое зависит в том числе от обжига. Если обжиг был с доступом кислорода, он будет красный. Если без доступа кислорода, он будет черный. Даже в этом плане, да, вот своя технология всего производства. Конечно, которая совершенствовалась, чем дальше, тем Ну больше. вот, смотрите, здесь обжиг идет сверху коричневое дает, а внутри черное. Оно совнутри обожженное, пережженное внутри. В некоторых сосудах мы находили камни, угольки, то есть они закидывали внутрь вот эти камни, и они совнутри тоже. Поэтому обжигались. внутри. Да. У меня вопрос возникал. Пережженные. Если бы нагар был бы сверху, а у них внутри бывает. Бывает с зольными пятнами снаружи, это тоже бывает, когда пережженные. Некоторые более рыхлые, бывают их вот на коленке сделали буквально, да? Вот они, вот это еще крупная маркировка они делают, а потом уже музей будет делать свою маркировку. Это вот переход Свои цифры будут. ложно-кольцевому подгону как раз вот. Интересно, я эту коробку вообще не вижу. Вот они все у нас. А мы здесь выкладываем, да, это все выкладываем сюда. Условия, как видите, очень спартанские условия здесь. Музей он не предназначен для такого количества артефактов. Здесь тоже интересный сосудик, кстати. Да. Это третий Это до уже, нашей да. и третий нашей, да? Да, вот уже Скифосарматский. более суженное донышко. Вот. И высокая, по идее, у него должна быть горошка. Ну, это не с ними. Длина другая. Вот это. Нет. Здесь его нет. Но это вот эти сосуды скифосарматские. А это что? Это донышко.
донная часть сосуда. Вот тоже служительница. Но это не от Ньюши, да? Нет, конечно, это он сам. Ну, я имею в виду, просто, да. Они все разные. Здесь очень тяжелые условия снимать. Помещение маленькое, поэтому качество съемок может быть не такое. Ну, это вот ярко выраженная кабанская. Тоже сейчас покажу. Здесь тоже есть интересное. Ясно. Не пытайтесь. Может, это туда будем ставить, посмотрим? Вот орнамент Ну да. с насечками, да. И вот Интересно. здесь Вот это явно. валик. Да, это вот прям кабанская. Налепной валик с косыми насечками. Ну, эпоха бронзы это. Да, это поздняя бронза. Это поздняя бронза? Да, Ярослав, вот такие же поздние бронзы. И вот он сосудик еще. Вот он. Они к Майкопской не относятся, вот эти? Нет. Нет. Эти ближе к Ураракской. И вот миниатюрный Как тоже раз вот сосудик. мы Это, как у себя правило, на одном бывают объекте поймали ритуальные, переход от со Северокавказской к свидной Кабанской. налепой. Здесь низкие И ручки. орнаментальные Они мотивы, они идут еще северокавказские, вот от эта тулова косичка, и к краюшку венчик. налепные, Очень интересно сосуд. Да, он вот у меня. а форма уже Это кабанская. какой-то даже необычный какой-то. Да, у нас в музее есть такие, кстати. Практически можно его форму восстановить. Единственное, мы не Это можем точно знать, кабан. слив, Какой, да, какой был это? Продолжение, да? Там? слив Я был. поняла по описанию то, что вы делали, вы реконструкцию объема делали, потому что те размеры, которые я читала, не совпадали с этими. А есть, знаете, есть специальная таблица, на Это ней был идут, кувшинчик, она наверняка вот здесь такого был где-то слив. размера, Да. Вот. на ней нарисованы круги. Кстати, интересно тогда. То есть ты берешь фрагмент керамики, приложил ее вот так. И в зависимости от того, с каким из этих кругов он совпадает, ты уже понимаешь диаметр в целом. Я так поняла, что Потому по что какой-то технологии вы это ставите. Если бы они потому были что- бы лепные, у него вот этот круг равный, он бы не сохранялся. А поскольку их изготавливали как минимум на вращающейся подставке, причем с хорошей скоростью, они симметричные. То есть, и когда ты понимаешь, что даже если не брать такой фрагмент, а даже если взять вот такой, видите, у него степень изогнутости очень маленькая. Он и то дает основание с тем, что когда ты вот к этой таблице прикладываешь, там видно, насколько он совпадает. И уже тоже идет разметка. Поэтому тоже. Да, диаметр там 15 сантиметров, 20 Это дно, сантиметров, 40 А это сантиметров. донная часть, да. Очень хорошо помогает. Мы, Тоже кстати, вогнутая распечатаем, донышко. И чтобы вот как раз тот самый след от гончарного круга, видите? Да. И это какой у нас период получается? Ближе к Аланскому. это ланский. Аланский. Вот эти тоже ближе к Аланскому, мне кажется, да? Да, тоже большой. Круглый сосуд. Здесь маленький тоже был. Каждый фрагмент, он имеет свой персональный шифр. Для чего это делается? Каждый фрагмент, он написан, и они заносятся в электронный каталог. Это единая часть Государственного музейного фонда Российской Федерации. И они уже внесены, да, все? Вот эти? Да, часть больше. Те, которые мы передали, они уже большей частью внесены. Эта работа продолжается сейчас. Вот тоже потрясающе. Вот интересно. Это вот как раз вот эти Аланская. большие Это пифосы тоже аланские, да. Это большой, Да. да. Вот это очень красиво. У него, посмотрите, Это вот видите, верхняя да? часть вот этих. А это для чего делали вот Венчик эти? орнаментирован. Зерно хранили. Не, я имею в виду, вот, почему это вот эти? украшение. Это как А, украшение, да? Вот Нет, что-то? не то, что украшение. Сверху же закрывать нужно Нет, было. он спрашивает вот про пальцевидные Давление. да. А, ну, Это ага. украшение. Как орнамент. Да. Тут вплоть до того, что вот элементарно как его перенести. Он был без ручки. Поэтому вот почему вот я лично для себя так решил. Почему очень часто очень массивное горлышко у них. То есть ты делаешь петлю, причем есть способы, когда получается 2, 3, там 4 ручки. И 2 человека или 3 человека подошли вот за ручки. При этом то, что он замкнутый круг, он не дает раздавить себя. Почему мы яйцо не можем раздавить, вот если попытаться в ладошке? Пробить можем пальцем, а раздавить его невозможно, потому что нагрузка распределяется. То же самое получается здесь. И вот такая глубокая выемка, она может как раз для того, чтобы, если его попытаться взять снизу, нагрузка получается с одной стороны. И точка соприкосновения, точка давления, она очень маленькая, Сам по себе достаточно можно его тяжелый, продавить. да, без А вот так его даже подвесить можно было.
Причем, что интересно, Полагалось, что для Там раздутая тулово и узкая донышко. фильм про Робин Гуда, помните, особенно в аланское время часто попадаются трехручные сосуды и горлышко со сливом. Прям как кумганчики, только у него две ручки спереди, по бокам точнее, одна ручка сзади, а тут слив. И там в фильме висит такой сосуд на дереве, к ручке привязана веревочная петля, которая прошла через ветку. Он подошел, ногу в петлю ставил, ногу опускает, кувшинчик наклоняется, он умывается. У нас такое есть, кажется. Он даже есть вот в выставочном зале, где мы сейчас были. Я думаю, я так понимаю, поилка, рукомойник, что-то такое. Особенно вот в аланское время они встречаются. В аланское время их много. А сосуд, который от себя, помнишь? Почему от себя нельзя наливать, да? Когда вы наливаете, почему нельзя от себя? Там были ритуальные сосуды, у которых ручка была не для левши, она была с другой стороны. То есть даже если ты возьмешь другую руку, ты можешь слив расположен так, чтобы ее только от себя. Это омовение, то есть это ритуально. Очень многие вещи уходят туда. Мы просто сравнивали, допустим, то, что в балкарском языке попадаются пословицы, поговорки, проклятия. Они находят прямое отражение вот в аланской эпохе. То есть Связь, короче. Связь, да? У нас говорят, дверь сняли с петель. Казалось бы, ну что там такого? Это проклятие. И мы при раскопках обнаруживали аланского времени катакомные погребения, в которых вход вот в эту камеру подземную, он был заложен не жерновом. Некоторые думают, что это жернова. Это пяточный камень от двери. То есть умирает последний мужчина в роду, род высох, род умер. И дверь снимают, и этой дверью запирают вход. Получается, что вот этот пятый камень, Да. То есть все, у рода род прекратился. Да. Или как говорят, раз пусть потухнет огонь. да. Еще есть такое проклятие, Аллах согласен, чтоб ты камень укусил. Ну, казалось бы, что значит камень укусил? Когда человек должен пройти заплатить на мосту, а у него денег нету, подбирали речной камешек, плоский, и ложили его в рот. Мы находили вот именно погребение с камешком во рту. То есть человек был настолько бедный, что у него не было имущества настолько, чтобы заплатить за переход через Зиарат мост. И они наложили камушек, но с этим камушком его хоронили. Здесь попадается керамика, которая относится к переходному этапу от северокавказской кабанской археологической культуры. И она подтверждает тезис о том, что кабанская культура выросла из недр северокавказской культуры. Больше всего здесь керамики аланского времени. То есть начиная от 1 века нашей эры, заканчивая 13-12 веками нашей эры. Да. Сыр делать. Так душлаг. Это глиняное, да? Душлаг? Ну, как интересно сделано. В то время люди умудрялись. Сейчас такого трудно сделать. Вообще, на самом деле, интересно очень. Еще Дарсан, а вот следующее у нас уже идет, как говорили, Плиева и Яндари, да, которые раскопки. В первую очередь пойдет Плиева по хронологии, но в виде исключения, просто для того, чтобы комплекс, в котором были обнаружены изделия из желтого металла с Конского прижа, вместе с костными останками погребения, по-моему, 709 погребение, не помнишь? Что? Вот этот деформированный череп. Мы просто в виде исключения приведем пораньше, потому что почему-то это получило какой-то резонанс, непонятно. Да, здесь я был. Да, и просто чтобы этот вопрос снять с повестки дня. И, к сожалению, из-за этого мы не можем довести до конца работы по реставрации вот этих конской упряжи, элементов конской упряжи. Потому что мы предполагали с приездом реставраторов из Пушкинского музея, мы предполагали полностью восстановить их на кожаных ремешках. Как они вот эти должны быть. Да. Из желтого металла. Да. Поэтому сейчас в любом случае мы в следующий приезд привезем. Это может быть через 2 недели, может быть через 3 недели, потому что там работы много, надо описывать как раз все это. Каждый элемент описывается. Больше того, представьте, на пластине есть целое изображение, сцена. То есть там волк, шакал, собака, дракон,
каждый из них, он сделан индивидуально. То есть мы не можем просто написать, что на пластине номер 14 изображение аналогичное тому, которое было... Но они такие же рисунки. Они похожи. Похожи, да? Они похожи, просто но каждый делали по-своему. они не сделаны по шаблону, они не сделаны по форме. 31 То есть каждый из них мастер изготавливал индивидуально. Поэтому каждая из них имеет небольшую разницу в толщине, в ширине, в пропорциях, в расстоянии, допустим, между левой и правой лапой дракона. А мы при описании это все делается, поэтому работа очень кропотливая. Да. Да, Всевышний вам удачи, чтобы у нас вот также в следующий раз обрадовались при привозе наших этих артефактов. Спасибо большое. Это вот ранее, которые привозили оттуда. Просто бывает там пробка какая-нибудь, да. До свидания. Если у вас почаще приезжайте.